Итак, мы продолжаем писать видео, где сравниваем Т-10 и ИС-3. Т-10 это развитие ветки от этого танка, ИС-3. Т-10 он вот этот вот, да, а ИС-3 вот он. Характеристик этого танка я не буду давать, его много везде, о нем гайдов вы найдете достаточное количество, но я хочу выразить свое собственное мнение, что ИС-3 лучше, чем Т-10. Это продолжение ИС-3, да, это 9 уровня, а Т-10, а ИС-3 это всего лишь 8 уровень. Но я считаю, что ИС-3 лучше. Он лучший в комплекте, в системе игры. Дело в том, что в игру World of Tanks играют не мастера, многие не мастера. Во многих обучающих уроках, гайдах показывают, да, какой крутой вот этот из Т-10. Его хвалят, МВ его хвалят, Маракаси его хвалит, кто его только не хвалит. Я не хочу делать следующее видео о том, какой он крутой. Я хочу сказать, какой он плохой. На самом деле для игроков средней руки в рандоме, подчеркиваю, без према. Дело, да, многие знают, что на нем играть это только себе в убыток. И есть ли смысл качать для того, чтобы потом уходить все время в минус с этим танком. Я показываю это для тех, кто играет средне. Ну, для таких, как я, нас называют раки, нубы, ну и прочими интересными эвфемизмами. Ну что ж, поехали. Я играю на ИС-3. На Т-10 я уже показал. Видео, ссылка на это видео внизу. Ну и вот нас бросила ИС-3 тоже в топы. Почему ИС-3 лучше? Дело в том, что игровые возможности у этого танка почти такие же. Да, в общем-то, такие же, как у Т-10, но зато ИС-3 расправляется со многими своими коллегами, что называется. И у него, его всегда бросает в топ ИС-3. Редко его когда бросают к 9 и 10 уровням. Как правило, ИС-3 находится вверху остальных уровней. В данном случае, видите, да, внизу вот 6 уровень, светляк. Ну и вот ИС-3 топ. Главное, мы посмотрим результаты. Результаты по серебру. Даже если мы проиграем, даже если, возможно, намеренно проиграем, но не всегда. Но дело в том, что на ИС-3 можно танковать вообще борзо. Танковать смело, танковать нагло. В общем-то, да, как-то наезжать, таранить. На Т-10 играешь как-то осторожно, надо заходить и спрятаться. В общем, там борзо не поиграешь. А тут сама динамика игры интересна. Кому-то нравится, конечно, сидеть в кустах, допустим, ждать. Да, но мне такой стиль игры не очень. Я люблю наезжать, проигрывать, да, отстрелял 2-3 раза, допустим, но как-то сам процесс тягания того, кто лучше там, ну и как, в смысле, в реакции, ну и так далее, в общем, да. ИС-3, конечно, это один из интереснейших танков в классе тяжелых ТТ, тяжелых танков. Ну и, в общем, что мы сейчас наверняка будем захватывать базу, будем борзеть, грубо говоря, и мы посмотрим, как нас будут убивать. А вот и наш коллега. Ну, предварительно мы... Так, мы уже в 2-0 проигрываем. Да, ну что ж, ну давай. Так, блин, меня отсекли. Ай, блин, я туплю конкретно. Да. Так, в общем, меня тут покуцали конкретно. Ну что ж, мы будем теперь играть уже так осторожненько. Что делать теперь, да? Что делать?
мимо. Мимо, мимо, мимо. Бац, бац, мимо. Уже 4-0, а мы не можем загасить хоть кого-то. Да мы никого не можем загасить. Одного загасили. Так. И нашего поставили в ангар. Ну, наших уже 6. Пошли разбираться в другие игры. Так вот. Сзади меня там кто-то. Ну вот мой товарищ. Вот чего-то тоже. Так, двое меня взяли в оборот. Ну вот смотрите, что произошло. Даже если меня взяли в оборот, а я сумел набить 1500, 1515. Но в общем-то я оправдал тот уровень, который у меня есть. 1500 жизнь, да. Но даже в такой толкотне я сумел воспроизвести, что называется, самого себя. Но посмотрим сейчас результаты, что мне начислят. Если бы был бы Т10, то Т10 десятку бы разобрали бы очень быстро. А тут я еще толкался. Да, толкался, меня пробивали несколько раз, не смогли пробить. А я так, ну я сам 5 пробитий сумел сделать. Вот так вот у нас и получается. Ну, из 6 я на нем не играл. Да и денежек тратить не хочу, честно сказать, потому что из 3 в рандоме вполне пригодный танк. Он лучше, чем из 6, как мне кажется. Так, ну вот. Один остался, что называется. И теперь так, будем ждать, пока его тоже, ну да, сейчас разбирают его, ну и пару выстрелов. И мы будем сравнивать, смотреть результаты нашего путешествия, что называется, в игру World of Tanks. Ну, давайте посмотрим, чего ж мы добились-то в раковом корпусе. Итак, минус 5246, ушли в минус, но мы держим второе топовое место по пробитиям. Поехали в следующую игру. И мы проверяем возможности из 3. С той же руки, с той же раковой, нубовой, бараньей руки, что мы проверяли Т10. Т10 видео смотрите по ссылке внизу этого видео, либо по стрелке, которая где-то будет на экране.
Мы проверяем возможности. ИС-3 мне нравится больше. Да и в общем я на нем играю чаще, чем остальными танками. Историю ИС-3 вам расскажут, да, это в интернете везде полно. Он даже как-то красивый сам по себе. ИС-3. Ну что ж, мы поедем, наверное, на горку. Так. Тоже довольно интересненький танк. На нем я не играл, но его хвалят. Блин, сколько таких меня убивало. Ну что ж, поехали. Танковать в гору. По-моему, у нас там будет мало желающих. Так, а что если я тут остановлюсь? Иногда, а может быть и часто, я вот так вот пристраиваюсь к этому вагончику, а потом жду, пока вот такие вот товарищи вылезают ко мне. Да, он стрелять, он по мне будет стрелять. Ну давай, бей. Что ты встал? Мимо, а я в тебя попал. Так, он долго по мне целился, долго. А я специально ждал, когда ж ты мне попадешь-то. Мне же еще урона набрать надо. 3000 по броне. Так, не пробил. Вот видите, ИС-3 меня не пробил. Понимаете, вот в чем прикол? Да, ну вот тут уже, да. Грубят ребята. ИС-3, да, теперь он меня пробил. Ага, теперь меня все пробили. Ну, давайте посмотрим. Так, со скудным нашим результатом. Так, бульдог, мульдог. А этот что тут делает? Он разведчик. Вот на бульдоге не могу никак приноровиться поиграть. Как-то Кромвель мне больше поддается, чем бульдог. Бульдог, он интересно, быстрый танк. Тоже шикарный, кстати говоря. Светляк. Давай мы последим за ним, как он будет тут высвечивать. Пока у нас счет идет ровно 2-2, но наши расположились вообще по всему фронту. Не знаю, как красно, а это прорывается сквозь линию обороны. Так, и куда же он направится? Куда же он направится? Танковать с тыла или что? Так, а счет уже 3-3. Ну давай по хвостам. По хвостам, ну да. Ну да. Так, ну вот этот вот борща. Вот эта борща. Она, конечно, должна играть в кустах. Выцеливать, смотреть. Я тоже играю недавно, кстати говоря, только накатал этот уровень и пуху купил с хорошим пробитием. За один выстрел 700-800 пробития. Вообще как бы шикарно. 2 выстрела, 1500 урона. 3-4 выстрела, фактически ты уже в топе. Но зато никакой брони. Отсутствие.
практически его. Поэтому кусты и еще раз кусты. Счет 8-7 в нашу пользу. Ну вот теперь Т-49. Да, это, конечно, интереснейшая разработка, на мой взгляд. Тоже, скажем так, без брони танк, но зато с каким уроном. С каким уроном. 9-9. Эх, если бы я умел вести комментарии по-русски. Пусть он бежит дальше, а мы посмотрим на остальных, чем они занимаются-то. Ну давай борща. Давай борща. Возьми-ка. О, молодцы. Вдвоем одним ударом. Двумя ударами, точнее говоря. Отправили отдыхать. Так, товарища, который решил тоже понаглеть. Интересно, сумеем ли мы удержать вот это вот одно очко. 10-9. А у них еще разведка жива. Ну да. Нашу базу пытаются захватить. Вот кто расправляется со всеми, кто хочет ступить на землю базы. Ждет себе такой маленький, но очень огромный, наверное, сила урона. Давай. Вот интересно сейчас будет, что интересно будет сейчас. Всего в один танк преимущество-то небольшое. Так, ну все тут. Так, лови его. 316 урона. Что ж у нас происходит вот у ворот противника? А бегают. Ух ты. Неужто не разберутся? Но все, по-моему... Ух ты, я думал Т-69 сейчас вместе со мной будет отдыхать. Нет, удержался. Ну, кажется, мы выиграли, кажется. Не будем торопить события. Нет, уже можно сказать, что да. Можно сказать, что да. Ну, а я же жду результата того, что я тут надыбал. Наиграл, проще говоря. Ну вот и все, кажется. Ну вот и все. Тогда добегался. Итак, танк-разрушитель, дестройер. 6 воинов себе набрал, а мы ничего не набрали и оказались в минусах в 1650. Урона всего 432. Но вот так
можно играть на Is3 совершенно со средней руки. Если бы было Т10, наверное, урона было бы минус 8, минус 10. Я тут что-то расчихался. Поехали. Is3 теперь в пятерке лучших снизу. Худших снизу. Так. Конечно, тут надо нам играть осторожно. И тут уже нас обзывают баран. Lexus обзывает нас бараном. А что делать, если природа такова, да? Баран, что он? Плохое животное, баран. Нужно весьма полезно, надо сказать. Без барана, знаете ли, жизни нет на самом деле. Ну а для игроков тоже, да. Где бы брались бы мастера, если бы не было баранов? Так что бараны тоже нужны. И не ругайте баранов за то, что они бараны. Ну и раков тоже не ругайте за то, что они раки. Ибо они дают количество зазнающихся ребят, которые говорят, что да, я играю круто, я мастер. Поэтому бараны — это результат того, что мастера становятся мастерами. Так, ну что, Лёва, мне лучше с тобой, наверное, играться, чем тут в толпе где-то тыкаться. Давай я борзить буду, Лёва, с тобой поиграю. Ах, Лёва, 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 ты клёва. А зачем ты, Лёва, ты бьешь меня? На-на-на, клёва, на-на-на-на-на-на. Та-ра-ра-ра-ри-ра-ри-ра-ра-ра-ра-ра. Лёва, 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 на-на-на-на-рова. Кто же мне поможет там, друзья? Ах, Лёва, 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 та-на-на-на-рова. А, ты чуть-чуть не нарвался. Он тоже, блин, тоже такой же, как я, трусливый, блин. Молчался ко мне, хера. Ты чё? Мне по гуслям захерачил. Так, да, он меня, по-моему, сейчас разберет. Если тут мне ЛТБ не поможет, помогай мне, помогай, правильно. Мочи его сзади. Молодец, ЛТБшка. Да, спасибо тебе, товарищ по рандому. А мы тут, кажется, проигрываем
7-10, блин, да. Так, ну у меня еще один по мне выстрел и меня разберут, конечно же. Так, ну давай. Я призову на помощь кого-нибудь, если вдруг такое случится. Что ж мы будем делать-то? Так, и где наши друзья? Что-то я не вижу, куда они делись-то. Так, тихо. Угу. Все. Так. Из-3. Меня засветили. Ох ты, рта, да, берешь меня. Правильно, конечно, что делать? Три арты меня пытались нагнуть. Вообще-то, конечно, круто. Так, мне бы еще одно попадание бы. И, в принципе, я бы свою задачу выполнил бы. Минимальную задачу, которую обычно ставлю. То есть набить 1500 урона. Так, да, кажется, мы тут уж проиграли. А что, если мы к карте попремся? Из-3 меня там, наверное, искать будет, а я пытаюсь убежать туда, где обычно сидит арта. Их там 3. Так, ну тут меня разберут. Так, ну в общем, что получилось? 1449, 1500 чуть-чуть не хватило. Так, тут народ кого ругает? Да, ну да. Угу. Ну вот, товарищ тоже разбирает Т-34. И я на нем не играл, его надо покупать, по-моему. Тоже хороший танк. Ну и что ж, мы теперь наделали. Настрогали серебра. Понятно, что в минусе. Так, 5369. Вот так мы играем. Итак, общий результат в середняках, а я был где-то снизу. Ну, в общем, по результатам игры оказался в середине. Давайте еще раз потанкуем. Третью нашу игру, кажется, третью. Мы в топе 5. Не в топе, мы 4 сверху. Наша задача, моя задача, точнее говоря, показать из 3, что он лучше, чем Т-10 с одной руки. С одной руки, средний причем, который играет в танки год, и я год с лишним, 1,5 года. Игра в танки периодически. Ну и считаю, что если качать, то до ИС-3 прокачаете, если эту ветку, то в принципе этого достаточно для танкистов средней руки. И полагаю, что Т-10 он будет давать только убытки, и удовольствие на самом деле от него намного меньше, чем от ИС-3. ИС-3 вообще танкует прекрасно. По скорости он уступает, чем Т-10. Т-10 он какой-то более проворный. Бегать на нем интереснее,
конечно, но он хватает снаряды. Кому не лень, те убивают Т-10. В общем, ИС-3 в этом смысле, конечно, он как-то более интересный. Да, тут бульдога разобрали. Ну что ж, дай-ка я потанкую намеренно с этими вот крутниками Центурион. Пощупаем. Угу. Меня из третьей задолбал. Так. Странно, что Центурион молчит, стоит какой-то, он, видать, задумался о чем-то. Пробил меня, смотри. Ну и вот меня тут тоже расщепендрили, расщепили, в общем. И я отправился в ангар. Но на самом деле я пишу видео, поэтому мне интересно посмотреть, что будет дальше. Посмотреть результаты раковой игры, я хочу сказать. Игра довольно средняя, и таких игроков, как я, тут в интернете пруди World of Tanks, поэтому это видео оно будет интересно тем, кто хочет посмотреть или желает увидеть, да, вот танки 10 уровня, да, это крутые, типа уровня, там можно играть, но у меня тоже сначала было такое впечатление, вот я сейчас дойду до 9 уровня, прокачаю эти танки, на нем буду танковать, и там все буду набивать очки и так далее. На самом деле все не так, и хватает 8, 7, 8 уровня для такой продолжительной игры с плюсовым балансом в ангаре, плюсовым балансом серебра, я имею в виду. ИС-3 и Т-10 они уходят в минус, если, конечно, вы не набиваете урона больше, чем 2000. Если часто, чем больше 2000, ну, даже очень хорошие игроки, наверняка, наверное, набивают, и я не вхожу в их число, поэтому не могу сказать их статистику. Но 1500 на ИС-3 можно набивать смело, а если вы на Т-10 набиваете постоянно 1500, то будете уходить в минус чаще, чем на ИС-3. И, конечно же, по моему мнению, субъективному, лучше танковать на ИС-3, чем на Т-10. Ну вот, к примеру, вот этот вот игрок. Будем ориентироваться еще на него тоже, потому что я как бы слился. Не то что намеренно, но я играл так борзоватенько. Имеется в виду, не прятался, не пытался там хпшки сохранить, да, вот так в открытую идешь и знаешь, что тебя подобьют справа, слева, как бы идешь борзо. Ну, в общем, это для тех, кому нравится сам процесс игры, динамика может быть такая крутая, да. Играть, потом переключаться. Игра, если тебя выкинули с игры, ты идешь в другую и там опять продолжаешь вот этот процесс. Но вот этот вот ИС играет он осторожно, Витя. Довольно осторожно.
Я бы, например, выехал бы уже туда сразу и сразу стал бы уже в лоб бить. Он тот Леха, средний танк. А этот ждет, пока тот ошибется и не выскочит. А я бы пошел бы. Да, я понимаю, я ж-то играю не для статистики, а играю, чтобы играть. Ну вот видите, вон там борща. Так, борща. Аккуратненько подползает он, заходит в задницу и, ну, конечно, сейчас вот эту арты вот. Ну, арта тебе, конечно, хана уже. С одного выстрела не получилось, но со второго наверняка. Наверняка, да, арта промазала. И тот тоже мимо. Ну, в общем, тут такие же, как я. Очень даже такие, как я. Ну и вот тигренок. Тигренок, не знаю, как на нем играет. Ощущение, что какой-нибудь пацан. Мальчишка имеется в виду. Школьник. Да, еще один выстрел, и тигр отправится. Да. Все, да. ИС-3 побеждает в единоборстве с тигром. Ну что ж, наверняка мы теперь будем заканчивать видео. Я еще раз хочу для себя сказать, что ИС-3 это лучший танк, чем Т-10. И мы даже тут вышли с положительным балансом, результатом на 3700 серебра. Если вы будете постоянно играть в 1,5 и больше, чем в 1,5, то ИС-3 вам будет в руки, что называется. С вами был Тадархан. Подписывайтесь на канал, если вы этого не сделали. Да, просто ставьте лайки или дизлайки, тоже приму. До следующих видео.